Уважаемые жители Республики Коми, добрый день! Сегодня я нахожусь с рабочим визитом в Усть-Цилимском районе. Как и обещал, продолжаю ежедневно информировать вас о ситуации в республике. Несколько слов об эпидемиологии. Сегодня в республике лабораторно подтверждено 1032 случая заболевания коронавирусом. Прирост за сутки составил 13 человек. Всего под медицинским наблюдением в республике находится 2237 человек. Выздоровело 484 человека, это плюс 38 за сутки. И это очень хорошая статистика, когда мы начали выздоравливать больше, чем диагностируем. Сегодня мы работали в Усть-Цилимском районе, и, конечно, приезд это паводок. Пик его еще здесь не пройден. В муниципалитете действует режим чрезвычайная ситуация. В зоне подтопления 6 населенных пунктов, подтоплены, к сожалению, дома, дворовые территории. Большинство подтопленных домов находятся в селах Среднее Бугаево и Усть-Цильма. Жители подтопленных домов отселены, они находятся либо у родственников, либо в пунктах временного размещения. По режиму чрезвычайной ситуации, кроме Усть-Цилимского района, действует еще в 3 муниципалитетах. На территории 7 муниципальных образований имеются подтопленные дома, придомовые территории, но на реках юга республики и центральной части республики идет постепенное снижение уровня воды. В муниципалитетах, где вода уже ушла, работают комиссии. Там идет осмотр территорий, подсчет размера нанесенного ущерба имуществу и жилым строениям граждан. Еще раз подтверждаю, что мы никого не бросим, и все возможные средства и республиканского бюджета, и местного направим на снижение ущерба, который нанес паводок. Сегодня в Усть-Цильме у меня состоялся очень хороший, человеческий, такой теплый, неформальный разговор с представителями общественности района. И я хочу сказать, что мы обсуждали много вопросов этой перспективы дальнейшего развития, вопросы строительства больницы, школ, развития спорта на селе, реализации программы «Народный бюджет». Я снова хочу сказать, что это удивительные люди. Люди, которые живут своей родиной, малой родиной, болеют за нее. И, конечно, таким людям хочется помогать. Сегодня я также посетил историко-мемориальный музей Журавского, где собрана удивительная коллекция памятников старообрядческой культуры, развития района. И хочу сказать об удивительном открытии. Когда экскурсовод вела экскурсию, она рассказала о том, что в 1918 году, как раз вот на опытной станции, которую создал Журавский, работал мой прямой родственник Уйбо Иван Михайлович. Вот 18-й год, и, конечно, это удивительно, оказывается, все-таки род Уйбо тоже внес свой вклад в развитие Усть-Цилимского района. Кроме этого, я осмотрел лечебный корпус в Усть-Цильме. Ну, конечно, он находится в очень плачевном состоянии, и я непосредственно отсюда дал поручение Минздраву республики подготовить предложение по строительству нового лечебного корпуса. Еще одна новость. Это вчера стало известно о том, что Республика Коми вошла в 3 регионов-лидеров вместе с Кировской, Калининградской областями по уровню финансовой грамотности населения. Я подчеркиваю, именно финансовой грамотности. Это не может не радовать, поскольку в сегодняшних непростых экономических условиях очень важно, чтобы люди умели принимать грамотные, взвешенные решения в отношении, в том числе и финансовых вопросов. Уважаемые жители республики, на сегодня это все. Еще раз напоминаю, что у нас длится режим безопасного отношения друг к другу. Мы соблюдаем, выходя на улицу, масочный режим, берем с собой перчатки и бережем друг друга. Всего вам самого доброго, до завтра.